До того, как Головкин стал известен, он баловался вкидываем на сваи в подростковом возрасте. До того, как Головкин стал известен, Гена потерял двоих своих родных братьев. До того, как Головкин стал известен, он был хорош в футболе и баскетболе не хуже, чем в боксе. Добро пожаловать на Бай Мемлекет! Сейчас мы расскажем вам о жизни Геннадия Головкина до того, как он стал известен. Геннадий Геннадьевич Головкин родился 8 апреля 1982 году в Казахстане, в городе Шахтеров, Караганде, в семье обычного отца шахтера и матери-лаборантки в химическом заводе. Из детей в семье были 4 братья, один из них близнец Гена и Максим, а двое старших братьев Вадим и Сергей погибли, когда Гена был еще подростком. Детство Геннадия пришлось на 80-е и лихие 90-е, на времена, когда все носили исключительно спортивки, когда был дефицит продуктов питания, когда в моде только появлялись джинсы. Геннадий вырос в районе Майкудук, который в конце 80-х и в начале 90-х считался криминальным районом, где было и наркомания, и алкоголизм. Однако, несмотря на все эти окружающие факторы, Геннадий выбрал спорт. По рассказам его друзей детства, еще с детства он был простым и скромным парнем, коим сейчас он и является, несмотря на все его достижения и славы. Ребята на районе, узнав, что он начал заниматься боксом, все его начали побаиваться. А еще он прямо у себя в доме держал большую немецкую овчарку, и его тоже все боялись. Гена всегда был правильным и никогда не начинал конфликты. Однако, конечно же, у него были драки, как и у любого пацана в детстве. Геннадий машина. Терминатор на этом уровне. Геннадий на этом уровне. Я не машина. Знаете почему? Машины иногда ломаются, а я не ломаюсь. Головкин всегда выкладывался по полной и до конца. Помимо бокса, Гена отлично играл в футбол и баскетбол и часто участвовал в соревнованиях, однако бокс его втянуло больше всего. В начале 90-х двое старших братьев Вадим и Сергей отдали двойняшек в секцию бокса, которая находилась в профессиональной школе номер 1 в Караганде, а их первым тренером стал Виктор Дмитриев. Именно к нему в руки попал детский талант, который под руководством Дмитриева начал свое восхождение к вершине мирового бокса. Гена с Максимом выделялись из всей массы, были духовитые, упертые и трудолюбивые. Первые 2-3 года я не выпускал их на ринг вообще. Только тактическая подготовка и физкультура. Спустя 3 года, когда они уже подросли, я повел их на чемпионат страны среди юношей. Вот там-то они дали жару. Все были в шоке. А потом пошло-поехало, победа одна за другой. Рассказывает тренер Виктор Константинович. Когда меня спрашивают о национальности, я говорю: отец русский, мама кореянка, а мен казахпын. Что касается любительской карьеры Головкина, она была продолжительной и насыщенной. Свой первый официальный бой Геннадий провел в возрасте 11 лет на турнире областного масштаба. Там ему пришлось боксировать соперников на 2, 3, а то и 4 года старше него. Но в итоге он победил всех и выиграл турнир. А в 2000 году, в возрасте 18 лет, Геннадий выигрывает чемпионат мира среди юниоров в Будапеште. В 2001 году выигрывает Восточно-Азиатские игры. В 2002 на проходившем в Астане командном Кубке мира в составе сборной Казахстана завоевывает серебряную медаль. В 2002 на Азиатских играх в Южной Корее завоевывает золотой медаль. В 2003 на чемпионате мира в Бангкоке завоевывает золотой медаль. В 2004 году на чемпионате Азии в Филиппинах опять завоевывает золотой медаль. Гена и Максим выступали в одной весовой категории, но никогда не дрались друг с другом. Если им выпадало провести поединок, один всегда снимался с соревнований. Так Максиму пришлось сделать, например, в отборе к Олимпиаде 2004. В итоге на Олимпийских играх 2004 года Гена занял 2-е место и завоевывает серебряную медаль. Ну а потом Головкин решил пойти в ва-банк и подался в профессиональную карьеру, впервые дебютировав в профессиональной карьере в 2006 году. И выступать начал удачно, нокаут за нокаутом. Головкин отправил в нокаут таких сильных боксеров, как Мехди Боудла, Яна Гарднера, Малика Диарра, Джона Андерсона Карвалью, Михаила Макарова, Милтона Нуниса, Лахуана Саймона и других. А в 2007 году женится на Алине, с которой встречался на протяжении 7 лет. Позже у них рождается сын Вадим. Папа! А что так медленно?
Потому что... А ты так медленно. Наступает 2010 год, Гена начал работать с нынешним тренером Абелием Санчесом, после которого Головкин стал только сильнее. В 2012 году дебютирует в американском HBO. Там он в первом же бою побеждает Гжегоша Проксу и сразу же обретает бешеную популярность в США. А дальше побеждает Габриэля Росаду, Набухиру Исиду, Мэтью Маклин и многих-многих других элит мирового бокса. Тем самым обретает популярность во всем мире. Дальше он выигрывает таких гигантов мирового бокса, как Марко Антонио Рубио, Мартина Мюррея, Вилли Монро-младший, Дэвида Лемье и Доминика Уэйда. И добивается такого результата, как 35 боев, из них 35 побед, 32 досрочно, то есть нокаут. Дальше начинает сниматься в рекламах таких компаний, как Samsung, Apple, встречается с президентами и поклонниками, но все это уже совсем другая история. А это была история Геннадия Геннадьевича Головкина до того, как он стал известен. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на канал By Mimlyket, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все, будьте с By Mimlyket, всем пока! You know, this is my strategy. Maybe just first 5-6 rounds, just show you my drama show, and after 6 rounds, just knock him down.